Добрый день. Тема моего занятия роль истории в воспитании гражданина. Мы все изучаем историю в школе, в вузе. Это является обязательным предметом, и до сих пор не до конца осознаем роль этого предмета в воспитании гражданина и патриота. Если мы возьмем недавние события, связанные с протестными акциями в поддержку Алексея Навального 23 и 30 января этого года, они очень наглядно показали не только слабость несистемной оппозиции, отсутствие реальной массовой поддержки у народа, но и наличие определенных системных проблем в воспитании подрастающего поколения. И вот в этом плане роль истории как науки, как предмета, которая играет определяющую роль в воспитании гражданина и патриота и в системе образования, и в целом в нашем обществе, в должной мере не осознается. В прошлом году мы отмечали большой юбилей, 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Мы до сих пор не осознаем в должной степени значение этого события, того, кто с кем воевал, какие выводы из этих трагических событий мы должны сделать. По установившейся традиции 9 мая мы отмечаем героев войны, смотрим фильмы, посвященные этой войне, проводим какие-то разовые мероприятия и в то же время не делаем должные выводы. И в результате мы пожинаем такие плоды, что на братской Украине происходит фактически в 2014 году фашистский переворот, к власти приходят бандеровцы, наследники украинских фашистов, которые уничтожали людей в годы Великой Отечественной войны. И получается, союзная Украина воспитала поколение таких молодых людей, которые уже ненавидят свою историю, ненавидят свое прошлое, утратили связь с поколением тех победителей, которые вместе победили в Великой Отечественной войне. И даже у нас в России есть много фактов, когда те же скинхеды нападают на людей нерусской национальности. Это как раз недостатки системы воспитания, того, что истории не уделяют должного внимания ни на уровне школ, ни на уровне вузов. Эти проблемы, они накапливались годами, и даже в 90-е годы, когда в наши школы попали учебники, которые финансировались фондом Сороса, «Открытое общество», уже выросло несколько поколений наших молодых сограждан, которые были воспитаны на этих учебниках, где практически ничего не было о нашей героической истории 20 века. Буквально несколько строчек отводилось истории Великой Отечественной войны, и в результате мы получили целые поколения манкуртов, Иванов, не помнящих родства, которые готовы продать родину, которые готовы поддерживать таких жуликов, как Алексей Навальный, который не разбирается в истории, не знает, кто они, откуда они, кто наши враги и кто наши друзья. И для решения тех задач, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным в своем программном послании к Федеральному собранию в 2018 году, после его избрания, и в прошлом году мы голосовали за поправки в новую редакцию Конституции Российской Федерации, обозначены те направления, те задачи, которые стоят перед нашим обществом.
И ключевую роль как раз играет история, как предмет, который призван воспитывать граждан и патриотов. И это касается не только молодых людей, но и людей среднего и старшего возраста. Например, до сих пор идут очень серьезные дискуссии о роли Иосифа Виссарионовича Сталина в нашей истории. И фактически идет до сих пор массовая кампания по очернению сталинской эпохи. Мы видим, каждый год на телеэкраны выходят фильмы, многомиллионными тиражами издаются книги Солженицына и прочих очернителей нашей советской истории. И с другой стороны, мы отдаем дань памяти фронтовикам, людям, которые умирали с именем Сталина. И дело не только в наличии очернений какого-то одного конкретного человека, а в том, что речь идет о политике, которая призвана очернять и искажать, фальсифицировать историю России, Советского Союза в целом. В результате недавно, например, Совет Европы, Европейское сообщество юридически приравняло Советский Союз сталинской эпохи к нацистской Германии. То есть идет искажение, фальсификация нашей истории на государственном уровне, а мы, получается, сами же своих сограждан воспитываем на таких людях, как Александр Солженицын, который, как известно, был, если вот объективно разобраться, предателем Родины, работал на деньги ЦРУ, издавал книги на деньги разных американских фондов и очень сильно искажал нашу историю, вплоть до того, что он говорил, в годы политических репрессий было репрессировано и уничтожено 100 миллионов человек. В то же время мы знаем, что общая численность населения СССР накануне Великой Отечественной войны составляла всего лишь 170 миллионов человек. Мы знаем итоги переписи 1959 года, и такого катастрофического падения даже с учетом больших демографических потерь в годы Великой Отечественной войны не было. Также известны официальные данные Министерства государственной безопасности, которые были подготовлены в 1954 году по поручению Хрущева, Никиты Сергеевича Хрущева. И известна справка, подготовленная МГБ в 1954 году. И они подсчитали общее число репрессированных и расстрелянных людей с 1922 по 1954 годы было подвергнуто репрессиям за 32 года 3 миллиона 700 тысяч человек, из них расстреляно 670 тысяч. И ни о каких десятках, тем более сотнях миллионов репрессированных и расстрелянных там речи быть не может. И когда вот такие люди, которые открыто фальсифицируют нашу историю, преподносятся подрастающему поколению в качестве образцов для подражания, с одной стороны, с другой стороны, мы вроде как чтим память героев Великой Отечественной войны, вот эта раздвоенность, шизофренизация нашего сознания говорит о том, что у нас в массовом сознании есть очень большой раскол. И мы, не зная, не объективно оценивая даже историю прошедшего 20 века, не можем идти дальше. С другой стороны, мы помним о том, что германские нацисты перед нападением на Советский Союз разработали так называемый план Ост-Восток. И поэтому план Ост планировалось изменить систему образования после военного поражения Советского Союза на оккупированных территориях. Но немцы так и начали делать, потому что под оккупацией оказалась значительная часть территории Советского Союза. Это вся Украина, Белоруссия, часть РСФСР, Прибалтика. И что интересно, вот эти планы германских нацистов
они осуществляются в наши дни, и даже вот наша реформа системы образования, введение тех же единого госэкзамена, система тестирования и вот эта профанация системы образования на разных уровнях, на уровне школ, СУЗов, вузов, профанивание, упрощение системы образования, это по сути вот реализация тех же планов Гитлера. Они ведь считали, что бывшим советским гражданам достаточно знать азы, чтобы научиться писать и считать, а больше ничего не надо. К тому же мы знаем, что если вот разобраться, та же система ЕГЭ, она была разработана изначально в Соединенных Штатах Америки для умственно неполноценных людей. И, соответственно, если мы вводим такую систему образования, мы пожинаем плоды, что постоянно уровень, качество образования у нас меняется. И это говорит о том, что вот историческое беспамятство, незнание истории и неумение делать выводы из даже нашей недавней истории, о том, что мы наоборот пытаемся копировать чужой опыт и отрицаем свое прошлое, своих героев и стремимся подражать вот тем же американским голливудским героям, это говорит о том, что у нашей страны будет очень сложное будущее. Если мы будем, даже вот если взять такой пример, недавно в средствах массовой информации был очень большой резонанс, вызвали заявления двух известных наших политиков, Евгения Федорова и Вячеслава Никонова. Это единороссы, депутаты Государственной Думы. И вот они начали заявлять о том, что значительная часть территории Республики Казахстан, это бывшие российские, русские земли, что они в силу там разных обстоятельств были незаконно переданы Казахстану. И вот такие двусмысленные заявления наших известных политиков провоцируют вот эти конфликты и препятствуют, например, процессу евразийской интеграции, отталкивают от России, от русских представителей братских наших республик, того же Казахстана, который является членом Евразийского экономического союза. И по сути это вот конфликт искусственно разогревается между русскими славянами с одной стороны, с другой стороны с тюрками, которые составляли две основные этнические группы Советского Союза. Ну и сейчас мы знаем, что значительную часть населения России, граждан России, составляют тюркские народы, в том числе вот наш народ Саха. И поэтому вот такие легкомысленные заявления политиков, которые говорят о том, что о их политической незрелости и о незнании элементарной истории, тогда и казахи могут предъявить нам претензии, например, значительная часть Сибири, это ведь исконно казахские земли. И как мы на это посмотрим? И та же тема вот скифов, саков, если будем разбираться, то надо ведь, чтобы объединяться, интегрироваться, искать общие корни, а не искать различия. И вот в этом плане это вот наглядный пример того, что незнание истории приводит к очень серьезным политическим последствиям. Если разобраться, ведь у всех народов Евразии, у всех народов России и Советского Союза есть общие исторические корни. И те же скифы, это на самом деле ведь у них самоназвания были саки. И те же скифы-саки являются общими предками и для современных русских, и для современных русских. То есть у нас есть общие предки, общие корни. И та же история, которая искусственно нас разделила на вот эти множество разных народов, может привести к очень тяжелым трагическим последствиям, как распад Советского Союза в 1991 году, как распад Российской империи в 1917 году. Поэтому уроки истории, они очень актуальны для нашей страны, для нашего времени, и поэтому необходимо уделять очень серьезное внимание воспитанию людей через историю, так как она играет определяющую роль в воспитании
гражданина и патриота. Спасибо за внимание. Все, уложился?